хорошо. А ты говорила, зачем я старую куртку надел, зачем старую куртку надел? Смотри. Ну и на холеру ты эту куртку зимнюю надеваешь. На улице тепло еще. Слушай, не дуры головы. Что это? Доллар? Это, походу, с прошлого года остался. Слушай, что? Я быстро в обменник, а ты накрывай поляну. А что накрывать-то? Да все! Мы теперь можем себе позволить все! Щиро вітаємо вас, дорогі сяброўкі і сябры. У эфіры Хай-Так ТВ. З вами непаўторны Дзяніс, выкшталцоны Міхась і прыгожая Кацярына. Давайте адпалім. Мы не можем не ўзгадаць зорку апошніх нашых выпускаў Олега Гайдукевіча, лідара ліберальна-дэмакратычнай партыі. Памятаеце, мінулым разам мы абмяркоўвалі, што яму не падабаецца Халк і Капітан Амерыка. Дык вось нарэшце мы ведаем, што такі падабаецца Олегу Гайдукевичу. Вау, что же нравится Олегу Гайдукевичу? О май гад, расскажи. Ну, акрамя дикпиков. В эфире YouTube-канала СБТВ у Олега Гайдукевича запытали, какие фильмы он смотрит. Спанч Боб. Вот сходу говорю. Он счастливый человек, счастливая губка. Я вот смотрю на него, и ничего нет. Лопаточка, кафе и Патрик. И он улыбается все время. И смайлики в голове такие. Состязание роботов-гитаристов. Слухай, а я прачытаў таксама яго гэта інтэрв'ю і не зразумеў, што ён мае на ўвазе, калі распавядае пра зорныя войны. І ён кажа: мой любимый персонаж Скайуокер. Энакин. Yes, I'm sure. Я бы тоже перешел на темную сторону. Не понял я. Джедаи дураки. Император Палпатин поступил хитро. Посмотрите фильм, поймете. Янукович, как это совет джедаев, полностью страну потерял, а Лукашенко молодец. Он не повторил в 2020 году ошибки совета джедаев. Он уничтожил ситхов, и темная сторона не победила. За кого Гайдукевич? Я понял. Якого кольору його світовий меч? Олег Гайдукевич – это генератор случайных слов. Просто набор слов. Это искусственный интеллект на заре такой вот был еще годик назад. Вот он так просто грамматически связывал несвязуемое. Дарт Вейдер. Як ранее компьютеры были такие шафы здоровенные. С перфокартами. Перфокарты не поменяли у Гайдукевича. Ой, да ладно, видели бы вы перфокарту Гайдукевича. Лидер либерально-демократической партии Беларуси Гайдукевич признал, что его партия не либеральная и не демократическая, но менять название отказался. Ну, потому что хорошо звучит. Вот. Слушайте, я подумал, я отныне требую называть меня ваше высокопревосходительство, президент всея Белоруссии, фельдмаршал Дудинский. Я не фельдмаршал, не превосходительство. Ну, звучит же хорошо. Ну, пожалуйста! Слухай, гэта амаль той самае, як Алейнікаў сказаў у ААН. Ён сказаў: называйте вы нас режимом. Чё режим? Режим. Мы не режим. Они называйте нас. Они такие взрослые мальчишки стоят такие, а мы будем. Режим. Я буду плакать. Ты вернется папа, мне там снова режимом назвали нас. А у меня старший брат в десанте служил. Он сейчас, правда, в Украине, но как вернется, вам
наваляет. Мне яшчэ спадабалася ў гэтай прамове Гайдукевича, ведаеце, як ён сказал: я им, этим западенцам, я им как бельмо в горле. Тем, что наша партия использует эти слова. Вот так вот. Бельмо в горле. Бельмо в горле и ком на глазу. Не обсохло. Что, бельмо в горле не обсохло? Здравствуйте, дорогие дети и родители! Сегодня в нашей Бурбулянской средней школе номер 4 замечательное событие, настоящий праздник в преддверии Дня Учителя. Сегодня мы вместе с вами выберем лучшего педагога нашей школы. А нашей школе есть чем гордиться. А это, собственно, наш коллектив. Мы единственная школа во всем районе, в котором судимость педколлектива составляет всего лишь 53%. Аплодисменты! Ну что ж, а давайте сейчас познакомимся с участниками, с полуфиналистами нашего конкурса. Итак, это Николай Альбертович Слиш, учитель физкультуры. Геннадий Валерьевич Сысой-Батура, преподаватель трудового обучения и по совместительству учитель музыки и пения. Жанна Евгеньевна Дубинская, наша талантливая географиня. Итак, ребята, я напомню, что в четвертьфинале мы потеряли некоторых наших участников. Это учитель истории, который рассказал слишком правдиво про Оршанскую битву. Это наставница белорусской мовы за стишок на белорусской мове. И также учитель биологии, который показывал детям пестики и тычинки. Ну что ж, а заданием для наших полуфиналистов это было подготовить творческий сюрприз. И давайте начнем, давайте с вас, с трудовика. Ну, что же вы для нас приготовили, пожалуйста? Я подготовил для нашей школы стул. Он же табурет. Это не простой стул, а уникальный, потому что он сделан из хлебного мякиша. Это, можно сказать, семейная реликвия, потому что точно такой же стул, он же табурет, сделал мой отец, когда сидел в ИТК-11 города Орши за разжигание мангала. А еще точно такой же стул, он же табурет, сделал мой дед, когда сидел за то, что в облисполкоме пописал на портрет Брежнева. Вот, так что вот, пожалуйста. А еще я подготовил для нашей школы музыкальный сюрприз. Так, все, спасибо, стоп, музыка. Так, все, спасибо. Итак, дорогие друзья, наш уважаемый трудовик покидает, к сожалению, наш конкурс и отправляется обратно за решетку за кражу хлеба из школьной столовой и за реабилитацию нацизма. Уводите! Аплодисменты! Вагум! Под аплодисменты наш участник покидает наш конкурс. Итак, таким образом, в финале «Учителя года» у нас остались наш прекрасный учитель физкультуры и преподаватель географии. Ну что ж, а мы для вас, дорогие учителя, приготовили интеллектуальный блиц-опрос. Итак, внимание, категория «История». Первый вопрос вам, Николай Альбертович. Назовите животное, на котором Александр Македонский въехал в Вавилон. 4 буквы, вторая О, последняя мягкий знак. Лось. Допустим. Итак, Жанна Евгеньевна, сколько было разделов Речи Посполитой? 3. Отлично. Категория «Химия». Николай Альбертович, назовите периодический элемент, у которого валентность больше, чем у азота, но меньше, чем у хлора. Сметана. Понятно. Так, Жанна Евгеньевна, формула серной кислоты. H2SO4.
Итак, последний вопрос. Категория «Литература». Николай Альбертович, соберитесь, вопрос для вас. Что в итоге сказал Евгений Онегин Татьяне Лариной? Пошла на... Жанна Евгеньевна, что общего между романом Достоевского и нашим физруком? И тот идиот. В точку. Итак, наконец, самое сложное испытание в нашем финале. Конкурс на сообразительность в преддверии выборов 24 и 25 года. Итак, внимание! Только настоящий учитель года знает, что с этим делать. Раз, два, три! Аплодисменты! Ну что ж, дорогие друзья, как всегда в Беларуси победил самый умный, самый ловкий, самый ответственный учитель года. Поздравляем вас, Николай Альбертович! Ваша ловкость, острота мышления и смекалка, они привели вас к этой прекрасной победе. Ну а вы, Жанна Евгеньевна, отправляетесь в СИЗО! За что? Как за что? За бездействие во время избирательной кампании. Аплодисменты! Да что ж делается-то? Ну что ж, Николай Альбертович, вот она память. Победы вас. На Гомельщине вышла книга, якая называется «Воспоминания из бревенчатого мира». Один такий гісторик Григор Андреевец. По его версии, Беларусь была морской державой, и коли нападали татары-турки, белорусские казаки, типа забрать назад своих жанчын, и атаковали Стамбул. Ага. Ось такое у нас было славное житье у белорусов. А вы не памятаете? Бревенчатый мир. Это Пустовой, и этот человек, это ж это... Это все. А может быть, это псевдоним Пустового? Ну, может быть. Бревенчатый мир победил. Ну, так, мне падаецца, што гэта прамы наступствы, можа, адукацыі Пустовога. Дарэчы, з адукацыі, якія навіны у нас прыйшлі з Беларусі. Раней як было? Ты альбо плаціш за навучэнне ў ВНУ нейкім, і тады... І гуляеш потым. Так, і потым закончыў, і куды хочаш, ідзі працуй. А зараз так нельга. Ты павінен адпрацаваць, нават калі ты заплаціў за гэтую адукацыю. І што гэта такое? Я думаю, можа зараз за ўсё, што ты... За ўсё трэба адпрацоўка будзе. Набыў ты машыну, ну набыў за свае грошы. І што? Яна павінна адпрацаваць на карысць дзяржавы. Ці нават, не ведаю, сокавыціскалку купіў. Лучше платить за уже купленный предмет или товар, или услугу. Ты пришел, ты купил килограмм картофеля в магазине. Так. На выходе ты должен заплатить за уже купленный килограмм картофеля. Ці гэта ты павінен адпрацаваць. Ці гэта бульба павінна адпрацаваць. Усё ў Беларусі павінна адпрацаваць, як вы не разумееце. Да, разумеем, но мне падаецца, што это яшчэ паўмера. Трэба адпрацоўваць яшчэ не купіўшы. Вот ты прыйшоў да крамы, спачатку адпрацаваў, можа быць, я не ведаю, пасадзіў гэтую бульбу, ускапаў, разрыхліў, потым пайшоў краму, купіў, і тады ўжо са спакойным сумленнем, без усялякіх згрызотаў, прыйшоў дадому, ну і можа там, я не Тогда ведаю, можно и поесці. с поступлением так делать. Сначала ты отрабатываешь, Да. а Так. только потом поступаешь туда, для кого ты отработал. І пасля таксама адпрацуй. Не Разумеется. трэба спыняць гэты працэс. Ребята, што вы? І ў працэсе таксама можна вучыцца і адначасова адпрацоўваць на некай іншай працы. Подсказывай им, Миша! Не подсказывай! Вогуле- Они же нас смотрят, слушают, а потом такие, опа! А там нет, там просто смайлики в голове у них такие. О. Вот. Вогуле з адукацыі творацца вельмі цікавыя рэчы. Напрыклад, у Гарадзенскай вобласці, наколькі я зразумела, школьнікам забаранілі пісаць сачыненне, як я правёў лета. Это, ведаеце, раней забаранялі паліць за школай. Там, я не ведаю, піць перад урокамі, штосьці, ну, там, не ведаю, глядзець кіно для дарослых. А зараз, это ж які статус будзе ў сачыненні, як я правёў лета. А чаму забаранілі? Таму што Гродно, это ж сталіца кантрабанды, выездаў, карт паляка, і ўсе, можа быць, навучэнцы ездзілі на захад загніваючы і расказвалі потым, як там жывецца, як там добра, як там цікава. Ну, канешне, это крамола.
Ну, гэта трэба тады, ты правильно кажаш, нейкія закрытыя клубы, як, ну, типа эма, да? Вось это маладзёж, это, да? Эма збіралася раней. Таксама буду збірацца і чытаць одно одному, это как и провел лет. Был в Италии. Давай, читай. Выключи святло, шторы задернули. Можа Выключи быць, телефоны. будзе асобная субкультура. Вось Так. як эма, готы. У іх будуць, я не ведаю, яны будуць так падымаць штанішкі, а там будзе цыгареты, Нет, напрыклад, там загар, прыматаны. там загар. Ты так, оп, а там загар, все. Что? Магнитик нужен? Иностранный. Ага. Более того, там же в Гродно попросили преподавателей и учителей, которые выезжали за границу, не рассказывать об этом, что они куда-то выезжали. Не надо травмировать. Все, сворачиваемся, нам тут делать нечего, погнали. Слышь ты, прокиши молоко. Ты куда сворачиваться собрался? Товарищ майор, ну тут нет состава преступления. В смысле? Ну в смысле мы... Труп есть? Есть. Ну, все правильно, на нем ни БЧБ носков, ни экстремистских татуировок, ни деструктивных подписок в Телеграме, на телефоне. Это не наше дело. Это, конечно, хорошо. Но наша работа состоит не только в этом. Каждый тоже 2 года после академии работы мы только этим и занимаемся. Только из академии говоришь? Ну, давай проверим твои знания. Что нужно делать, когда произошло убийство? Так, сейчас, подождите, как нас учили в академии, где-то вот тут вот написано. Так, нужно всем сказать, что убитый был пьяным, обойти и изъять все записи с камер видеонаблюдения в округе, чтобы никто не увидел, что вы убили человека. Ага, хорошо. А если убийство совершил не работник милиции? Скажете, тоже такого не бывает в Беларуси. Ну да, верно, верно. Ладно, но его убил не ты Не я. и не я. А что делать, товарищ майор? Что делать? Я не знаю. Я привык только комментарии в Телеграме расследовать. Предотвратили зомби-апокалипсис. Ты дебил? Мы сами пристрелили только что пьяного человека. Товарищ майор, а что делать? Что делать, что делать? Не знаю. Ну, давай, знаешь что? Я сейчас позвоню Озаренку, пускай он сюда приедет, снимет репортаж о том, что он, пьяный, на нас нападал, и мы вынуждены были защищаться, открыли огонь. Класс, нам за 1000 повышения дадут. Ну да, точно, верняк. Все, звоню. Что, не берет? Так, ты дебил! Мы только что Озаренка пристрелили! Что делать? Что делать? Что делать? Короче, что там у тебя в папке написано в таких случаях, что делать? Иди, в общем, эту всю информацию с камер собирай и удаляй нафиг. Все, давай. Блин, ну... Ладно, хоть не придется врать, что он был бухой. Пропагандист под названием Пустовой недавно сказал вот это. Слушайте, у нас же своя нация и культура. Как минимум 10 веков государственности, 10 веков государственности, 10 веков государственности. То есть белорусской государственности, сколько мы думали, 30 лет белорусской государственности? Конечно. Нет. Пустовой решил идти вглубь веков и начать со времен Полоцкого, Туровского княжеств. Вот он посчитал, что вот тогда государственность началась белорусская. Ну, для мяне дзіўна, насамрэч. У нас ж Беларусь усе ведаюць, калі 94-й, год, так. да. С инаугурации буквально разродилась. Разродил. Иди расскажи это Пустовому или хотя бы учебник дай ему почитать. Я вот удивляю, а почему хорошо, а почему только 10 веков? Ну почему мало? Мало, черт побери. Давайте возьмем 20 веков. 30. 20 веков.
как должен эту информацию преподносить настоящий белорусский пропагандист сейчас? Помните, как в 23-м году нашей эры полчища древнеримских легионеров решили восстать и пойти на восток под предводительством Сципиона Африканского, Юлия Цезаря. Юлия Цезаря. А зачем они хотели взять Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, потом пройти еще дальше на восток, взять Владивосток, Комсомольск-на-Амуре. Для чего? Потом вернуться, захватить славянский базар. Подожди, тут же А кто их науськал? А я тебе отвечу. Спроси меня, кто науськал. Кто науськал? А я отвечаю. Американские ацтеки, гуроны, иракезы, И англосаксы. майя, инки. Чтобы взять Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, зачем? Для того, чтобы в эту их Америку привозить свой древнеримские калийные удобрения. Да, и красть колесницы Джили. А хто їх спинив? Хто? Вот ви запитаєте, хто їх спинив? На границе Польши и Беларуси встали белорусы едиными щільными рядами и сказали: позвольте вам не позволить, легионеры Древнего Рима. У нас уже государственность. Не надо, не позволит, мы не позволим. Сьогодні шмат розмовляли про адукацію. Я згадав цитату міністра адукації. Каждая строчка любого учебника должна прививать любовь к родине и труду. О, как? Може бути, гэта адказ на все наши пытанні сёння. Чаму у кагосьці там у галовах замест думак смайлики? Потому что любой подручник ты повинен открывать и просто про любовь до родимы. Ну вот медицинский. Алгебру. Алгебра. Позвольте, а что это за X, что это за Х, У, вот это вот? А где? Как это меня Это наша приучит к родина, труду? сынок. Это родина, ты не бачишь? Это ж родина. Да. Ж родина. Человек в разрезе. Это родина, сынок. Ось. Дарагія сябры, любіце радзіму так, як любім яе мы. Усяго вам добрага. Не зважайце на ўсё кепскае, жартуйце і спадзявайцеся на лепшае. З вами было Хайтак ТВ. Мне нядаўна на вайбер прыйшоў дзіўны ліст. Я мяркую, даслаў яго нейкі гэбіст. Ён пісаў: эміграцыя — гэта капрыз. Мы готовы простить тебя, только вернись. Возвращайся скорей, возвращайся скорей. Тут работы полно, просто рук не жалей. На моторном заводе альбо средь полей, в коллективе отзывчивых скромных людей. Ну а я і кажу, я, маўляў, педагог, я з чырвоным дыпломам, з кучай узнагарод, не хачу я ісці на моторны завод. І тады ён стаў новы шукаць падыход. Возвращайся скорей, возвращайся скорей. У край закрашаных вокнаў жалезных дзвярэй. На зарплату 420 рублей будзеш з БРСМам хадзіць на хакей. Але я журналістка, таварыш майор, а яшчэ я люблю беларускі фальклор. У мяне на гаубцы густа пахне чабор і бялюткі чырвоны малюнак у штор. Возвращайся скорей, возвращайся скорей. Отсидишь 8 лет, станешь трошки умней. Мы пришьем тебе 5 экстремистских статей. Собирайся и едь, слышь, коза, не нахлей. Я, конечно, вернуся, таварыш гэбіст, каб пабачыць, як будзе народ вас судзіць, каб прыбраць всё за вами і ўсё аднавіць. Да сустрэчы, цалую, прашу не забыць.